Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, вы смотрите очередную передачу из цикла «Я готовлюсь к хаджу». На сегодняшней нашей передаче мы поговорим об одном из столпов обряда хаджа, обязательных действий хаджа. Раскрыть эту тему мы предложили Махди Хаджи Мутаилову, заместителю муфтия Республики Дагестан. Махди Хаджи, ассаламу алейкум рахматуллах. И первый же вопрос, давайте, наверное, раскроем, что такое вообще саю и какую мудрость Всевышний Аллах вложил вот в хождение между этими двумя холмами. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Хождение между холмами Сафа и Марва, саю, это является, конечно, как вы сказали, одним из составных частей хаджа. Если какая-то ошибка будет, то, что нарушает саю, естественно, и хадж тоже нарушается, не получается у этого человека. Поэтому надо заранее изучить все арканы, составные части, узнать это, понимать и потом уже совершать, конечно. Длина между холмами получается где-то 388,5 метров. Около 400 метров. Около 400 метров. И есть место, где надо ходить, есть место, где надо быстрыми шагами идти, то есть пробежка такая легкая, для мужчин только. И потом доходить до Марва, это уже считается один раз туда прохождение, это один раз. Некоторые путают это. То есть от Сафа к Марва это один раз да. Получается. А обратно с Марва до Сафа еще один раз. Это и уже вот получается два. Два получается, да. На самом деле некоторые паломники думают, что сначала от Сафа к Марва, от Марва к Сафа, когда вот это они считаются как один раз. Многие вот так ошибаются, и это в нашей мазхабе макрух, нежелательно. Есть имамы, которые считают даже харамом это делать. То 14 раз получается. Да, 14 раз получается, да. Конечно, лучше представить, когда человек ходит между этими холмами, как будто судный день настал, установили весы взвешивания деяний рабов, и на Арасате, долина Арасат, где собирают всех, там этот раб Божий, боясь, что перевесит его плохие деяния, надежде на то, что перевесит хорошие деяния между двумя чашами, как будто он бегает, проходит, и надежде на Всевышнего Аллаха, вот это лучше представить, конечно. И быть покорным, такой тавазуэ, смиренности, прося прощения своих грехов, вот так желательно совершить саю. И желательно также вспомнить, как госпожа Хаджар, разиаллаху анха, как она, мать Исмаиля, алейхиссалам, жена Ибрахима, алейхиссалам, как она оставила маленькую Исмаила, и как она поднималась, ища воду, чтобы утолить жажду, на холм Сафа и на Марва, и боясь за ребенка, она бегала к ребенку, то смотрела, следила за ребенком, потом вот так поднималась 7 раз. И желательно это тоже поднимать. И извлечь из этого для себя урок, что человек просто так аджру, саваб, вознаграждение Аллаху Та'ала не дает. Надо терпеть трудности, когда уже человек встречает трудности, преодолевает, и вот так Аллах Та'ала дает вознаграждение за это. И оставлять, если человек встретит преграды, трудности при каком-то деянии, ибадате, все равно надо довести это амал до конца и надеяться на, что вознаграждение получит. Вот такое тоже должно быть. Хорошо, Махди Хаджи, давайте, наверное, раскроем вообще, какие условия должен соблюдать человек, когда вот он совершает вот это саю. Есть, конечно, условия для совершения саю. Первым является вот хождение 7 раз. Как мы говорили раньше, вот 7 раз, начиная с Сафа до Марва, 1 раз, и второй раз получается, и вот так 7 раз, что было, не меньше, не больше. Второе условие, это является именно делать там, где указали нам, там есть длина и ширина вот этого места. Ширина получается 17,5 метров. Это как написано в наших книгах, в нашей мазхабе.
а часть ее, как бы, они расширили в сторону мечети. Да, вот в прошлом году, например, уже видно было, что там идет конкретное расширение с той стороны мечети. Да, это вот уже это... вот сейчас начали. А раньше, как бы, вот это место сузили, как бы, вот расширяя мечеть. Захватили, мечеть захватила эту часть. Если даже там делать саю, получается. А вот то, что касается, вот то, что вы сейчас расширяете, внешняя сторона, по нашему мазхабу там, конечно, нежелательно, но раз выхода нету, раз они, то, что было до сих пор 17,5 метров, они используют для одного направления, а столько же сделали для другого направления. Но это мы не можем ничего говорить об этом, не делать. Поэтому вот это делать там, где указали, именно вот на этом месте совершать саю, в другом месте нельзя делать. Третье условие – это чтобы совершить саю после полноценного тавафа. Если в тавафе были какие-то ошибки, которые нарушают как бы таваф, это, наверное, другие рассказали, как таваф, вот если испортилось омовение там, человек, если без омовения совершил как бы таваф, или раскрыл как бы аврат, вот так, если не получилось таваф, естественно, и саю тоже не получилось у него. Не получается. Надо полноценный таваф, что был сперва, потом после этого уже совершить как бы саю. Если позволите вопрос. Если человек думает, что у него неполноценный таваф получился, определенные сомнения есть. Вот раз уже как бы мы этого вопроса коснулись, особенно у женщины вот этот вопрос, когда авратом у них считается волос. Она вот пришла на саю и увидела волос, который у нее торчит. Вот в данном случае как быть? Если во время совершения тавафа, если она уже узнает это, и после того тоже, если она уверена и узнала, что ошибка какая-то была, или аврат, или что-то, она должна заново делать. Если после завершения тавафа или саю есть сомнения в этом, было или не было, тогда никакой асар не делает это. Как бы то есть в сторону того, что считается. А как вот намазе тоже. Еще у нас получается одним из условий шарта, получается, что делать последовательно, имеется в виду, то есть, вот как мы сказали, сперва таваф, потом саю. А можно совершить после тавафа аль-кудума, приветственный таваф, когда приезжаем в Мекку, тогда сразу мы же делаем, это суннат, желательно делать приветственный таваф, после него разрешается делать саю. Тогда второй раз после тавафа аль-ифада, тавафа рукну, не обязательно делать, даже нежелательно, макрух, второй раз делать саю. Для хаджа бывает один раз саю. Вот что вот так делать, а после тавафа вода, прощального тавафа нельзя, не будет уже, потому что как бы 3 тавафа же получается. Таваф аль-кудум, таваф аль-ифаза и таваф прощальный таваф. После него уже как бы прощаемся, уходим, после этого не получается. А после другого, вот приветственного и рукну тавафа можно делать его. У меня вопрос в связи с этим, если позволите. Махтяжи, вот в случае, когда человек приехал, сделал приветственный таваф, и он начинает саю делать, ему надо как-то намерение специально делать, либо когда уже вот фарз таваф делает, вот он саю начинает делать, какое-то специальное намерение, как-то специально какие-то что-то специальное делать. Это не нужно делать, это не обязательно, потому что намерение на хадж достаточно ему для тавафа и для саю, а это желательно суннат делать для каждого отдельно нет тоже. Расстояние, которое мы обозначили, вот это расстояние преодолеть, конечно, обязательно нужно. Там бывает, уже дошли от Сафа до Марва, уже если чуть-чуть, даже если поднялись на нее, можно возвращаться. Вот это расстояние полностью, не доходя до начала, как бы вот подножия горы, холма, и то Марва, если оттуда возвращаться, не получается как бы. Обязательно. То есть надо подняться чуть-чуть наверх? Чуть-чуть надо подняться, ноги поставить на подножие этой горы, чуть-чуть приподняться и возвращаться. Вот это тоже нужно, соблюдать вот это расстояние. Еще намерение, что было, конечно, для саю, если человек забыл там тапочки, или потерял кого-то, пошел искать его, это вот это хождение, он не считается как бы для саю. А совершая саю, при совершении саю, если человек
потерял рядом находящего товарища, если его за ним побежал, это считается. Во время совершения са'и, если другой нет, если вместе с этим будет, это не мешает, как бы, не нарушает. А именно с другой целью, если человек совершит са'ю, как бы она не получается. Понятно, хорошо. Еще одним из условий является, что вот нечетные, как бы, первый, третий, пятый, седьмой, что было именно сафа начинались, а четный, второй, четвертый, шестой, как бы из марва, чтобы началось. Вот это тоже является. Если даже человек задом, как бы, пройдет, назад, как бы, шагами, это тоже считается спиной, да. Но желательно, конечно, вперед, лицом вперед идти по направлению, как бы, это. Если даже назад пойдет, его са'ю считается, не нарушает это. Но еще многие не знают, вот омовение для тавафа, конечно, обязательно нужно, как для намаза. А для са'ю это желательно суннат, но не обязательно. Если даже у него испортилось омовение, са'ю считается действительным. Также, если женщина, у нее менструальный цикл, то са'ю можно делать, совершить в таком состоянии, тоже считается действительным. Хорошо. Таваф она при этом не может делать. Таваф она не может делать. Хорошо. Ну, порядок совершения, в принципе, уже рассказали. Да, если есть что добавить, можно, да, конечно. желательно есть вещи тоже при са'ю. После 2 ракат от тавафа желательно идти, заходить через бабу са'ю, есть там специальный баб, ворота, оттуда заходить и подняться на сафа желательно. Желательно также, что пешим ходом, там на колясках можно, конечно, кто не может, там люди больные и так далее, им разрешается, а здоровым тоже разрешается. Но желательно делать на своих ногах, пешим ходом, вот так желательно делать. Матьяжи, если вы позволите вопрос по поводу колясок. Вот человек, взрослый человек, да, он на коляске совершает вот этот са'ю. При этом очевидно, что на колясках они до подножия этой горы не доходят. И получается, у них как бы нарушается вот это са'ю. Если да, если чуть-чуть, если эти люди там снизу же возвращать, если будут, конечно, не получается у них са'ю, надо чуть-чуть хотя бы контролировать, сказать это, что подняли. Чтобы на эту вещь особое внимание наши паломники обратили. Хорошо. И желательно также, чтобы сразу последовательно одним за другим, чтобы делали это 7 раз. И желательно также делать после тавафа сразу, начинать са'ю делать. Времени особо. Да, а если люди устали, приехали только, совершили таваф аль-кудум, пошли в гостиницу, поспали, отдохнули, потом на следующий день тоже даже можно делать это са'ю. Можно делать, но желательно делать сразу, да. Еще вот, как мы говорили раньше, намерение делать тоже желательно, суннат. Еще желательно читать аскар, есть дуа от пророка, который нам передается, вот эти, чтобы именно, саллаллаху алейхи вассалам, чтобы читали. И желательно также вот в начале и в конце хатбы, как вы шли спокойно, а там, где указано, есть лампы специальные зеленые, да, чтобы там пробежка для мужчин, чтобы они быстрыми шагами как бы тоже вот так шли. А женщин ни в коем случае нежелательно. Есть алимы, которые говорят, имамы, что харам, вот чтобы женщина, если даже свободна, там, если даже ночью совершает она, чтобы она вот пробежку... На этом участке бегать нехорошо. Бегать нехорошо. И желательно, конечно, везде, чтобы поминать Аллаха, если также читать Коран, если человек если не умеет читать Коран или не умеет читать, ему, если знает наизусть кулху, желательно ему читать кулху, истигфар делать, салават на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ла хаула ва ла куввата илля билля, говорит. И также желательно издиба делать. Издиба — это открыть правое плечо. Вот это тоже суннат делать в нашем мазхабе. Просто там порой бывает, я лично сам сталкивался с такой ситуацией, когда подходят другие паломники, скажем так, и настойчиво требуют, чтобы ты это правое плечо закрыл. Это во время са'ю в нашем мазхабе суннат, а 3 другие имама говорят, что не суннат. Нам суннат это делать. Еще нежелательно как бы сидеть, сесть там, отдохнуть. Если устал человек, разрешается, конечно, а так просто
так произвольно сел там на Сафа или Марва, это тоже нежелательно. Поднял, сразу лучше пойти, дуа сделал, прочитал дуа и так далее, и лучше сразу Ну, там начинать и ходить. такое количество паломников бывает, что... Там я бывает, думаю, люди что- поднимаются туда и садятся там. На эту, бывает же, видишь, Да. фотографируют там Конечно. и так далее. Вот это. Еще вот желательно суннат подняться на рост человека хотя бы на этой холме, с обоих сторон. На рост это желательно. И желательно, если найдешь там более свободное место, чтобы не мешали, тебя не толкался, и что в таком месте делать тоже это суннат. Вот я на что обратил внимание, порой перед тем, как намаз совершат, ближе уже к одному из намазов, который обязательно совершат паломникам, некоторые паломники начинают останавливаться прямо там, где люди ходят. Насколько это этично будет и насколько вообще возможно такие вещи? Вот этот момент прокомментируйте, пожалуйста. Вот, конечно, желательно суннат делать сразу, вот, не останавливаться во время прохождения са'i тоже, это всем же суннат. А если уже камат прочитали, уже для фарза намаза, тогда можно остановиться и совершать там же намаз и продолжить сразу. А заранее там останавливаются люди, мешают людям, которые ходят, это, конечно, нежелательно. Бывает место, чтобы занимать там заранее. Да. Вот именно Да, вот вот люди этот будут момент. ходить, уже камат прочитали, тогда же можно на этом же месте остановиться и Конечно. всем делать. Конечно. Там специально заранее, там для себя занимать, для товарища и так далее. Вот это, конечно, нежелательно там делать. Хорошо, вот во время, когда особый наплыв людей бывает, обычно вот первый же день, вот праздничный день, там очень большой поток людей, которые и таваф делает, и саю. Вот в эти моменты какую этику должен соблюдать человек вот, по отношению к другим паломникам? Почему? Потому что порой у некоторых людей нервы сдают, и они начинают локтями пробивать себе дорогу. Вот этот момент, Это, если конечно, можно. это ни в коем случае нельзя, это места, как бы, это же Байтуллах, дом Аллаха, вот, Масджид аль-Харам, Кааба, вот эти места, и рядом, которые Сафа, Марва, это как бы святые места, на таких местах, вот это толкать кого-то. Лучше делать спокойно, когда меньше народу, или надо, если человек бывает, у кого сабур нету и так далее, вот таким людям, конечно, надо контролировать себя, ни в коем случае не допускать этого. Вот еще во время тавафа, когда желательно же суннат истилям делать, хаджар ал-асвад, если возможность есть подойти, тронуть там, поцеловать его, сужда делать на хаджар ал-асвад. Даже вон там, во время тавафа, если там давка людей, много людей, лучше подальше ему. Если даже дороже ему ближе совершить, если вот ты знаешь, что ты помешаешь кому-то, лучше подальше делать его. Так же для са'и тоже. Если там бывают места, где поток идет такой, там группа людей, например, а их лучше пропустить вперед. Тогда уже получается, не все же там друг друга. Вот найти вот такое положение, вот такое место, и лучше вот так делать. Конечно, там и грехи тоже вот увеличиваются, как бы. Еще один вопрос, касающийся саи. Вот когда на втором, на третьем этаже человек совершает, там есть какие-то особенности, касающиеся вот этого? Ну там тоже, вот там же не получается как бы подняться на... Обязательно там есть круги, вот обозначение, нужно там обойти сзади вот эти круги, как бы, чтобы мы были уверены, что у нас саи получилось, а перед кругами бывают люди, которые возвращаются и вот так ходят, а нам, конечно, желательно сзади вот так обойти эти круги. Тем более, что это, наверное, 10, 20, пускай будет лишних метров, Лишних, которые нам стопроцентную гарантию дают, что, скорее всего, у нас все получилось лучшим образом. Если есть что добавить, можно добавить по этому поводу. Еще вот там многие люди делают таматту, как вы сперва намерены делать на умра, малый хадж, потом совершают большой хадж. После этого на марва уже люди стригут волосы, и как бы они выходят из малого хаджа, а наши люди, многие, видят это, подходят к ним и ножницами убирают волосы. Как бы. Вот это же, находясь в хаджи, и намерение человек сделал на хадж, ифрат у него. А не знает, видит, идет там араби, другие стригутся и идут. Это тоже надо как бы аккуратно, и чтобы ошибки не было.
Хорошо. Махтяжи, вот то, что касается саю при умра, которая совершается, для него такие же условия? Такие же, разницы нет никакой. Вот такие же условия, точно так же. Один раз совершается для умра, является рук, но тоже так же. Ну что ж, достаточно хорошо и подробно, по-моему, все разъяснено. Тому, кто хотел пользу от этого получить, надеюсь, что они извлекут из этого пользу, из того, что услышали. От лица телезрителей позволю себе выразить вам